Привет всем телезрителям. Я играю служанку в этом спектакле «Волшебной лампе Аладдина». А водит эту куклу Радима Альянова. Вот она вот. Радима Альянова – мастер перевоплощения. В ТЮЗ пришла в 15 лет и сразу поняла, что хочет поступить в Ярославский институт на профильное обучение. Девушка работает здесь почти 30 лет. Она легко вживается в роль и виртуозно управляет куклами. Во многих ролях появляется на сцене и сама. В нем я играю Шахерезаду, как бы рассказываю сказку Шахрияру. И в то же самое время играю там за кулисами кукол, служанку играю. Бывают моменты, что надо где-то подхватить, другую какую-то куклу взять. Ну, в помощях имеется в виду. Народная артистка Ингушетии нашла свое призвание. С детства она полюбила театр кукол и все, что с ними связано. Ей нравится создавать сказку и дарить ее маленьким детям. С недавних пор это стало еще проще. Для актеров создали самые современные условия и преобразили это место до неузнаваемости. Когда сюда переехали, здание было очень страшненько. Это было где-то в 99-м году. Но я тогда училась в институте в Ярославле. И когда я приехала на каникулы, как бы, в свой театр, и ужасное, конечно, все равно состояние было здания. Но все равно мы надеялись на лучшее, работали, старались, сдали дипломные спектакли. Ну и дальше продолжали работать. И вот в 2020 году, на наше счастье, был запланирован ремонт в этом здании. И к нашему счастью, в том году мы сюда заехали. И мы сейчас очень счастливы, потому что есть все условия для работы. И для жизни, и для работы есть все условия. Нам здесь сейчас очень комфортно. Мы комфортно репетируем, создаем новые спектакли. И очень удобно, мне кажется. Сейчас актеры театра юного зрителя готовятся к предстоящим гастролям, оттачивают постановку по мотивам всеми известной и любимой сказки о волшебной лампе Аладдина. Господин, моя госпожа, а вы ее знаете. Передает вам свою любовь и говорит такие слова. Туда мы готовим 3 спектакля. Но эти спектакли, которые из репертуара нашего, идущего репертуара. Один спектакль вот «Волшебная лампа Аладдина», «Рожки до ножки», еще один спектакль есть такой в живом плане, игровой спектакль. И еще один этот «Говорящий кувшин» мы везем туда. Зрительный зал отныне может принять до 300 человек вместо 250. Объемный звук, новые декорации, подиум, обновления коснулись всего. До это был, в принципе, приспособленный для нужд театра обычный ДК районного значения. После реконструкции здесь очень много что изменилось. Ну, скажем так, строители полностью все отсюда убрали, оставили только стены. И началось укрепление стен, естественно, несущих, укрепление фундамента здания. И постепенно оно начало оснащаться тем оборудованием, которое сегодня есть в этом здании. То есть это основное, это вот световое оборудование. От старого ТЮЗа здесь осталось только здание, все остальное преобразилось. Новые дизайнерские решения можно увидеть, уже переступив порог театра юного зрителя. Это шахматное размещение плитки в холле и большое количество зеркал. Мотив известной книги «Алиса в зазеркалье». Также сюда добавили и немного Италии. На объекте провели не просто ремонт, его реконструировали и к нему пристроили еще один дополнительный корпус. Здесь все изменилось, поскольку, ну, скажем так, вот этой части не было вообще. То есть были межколонные витражи вот эти поставлены, и эту часть мы как бы присоединили к зданию театра и сделали здесь большой холл для того, чтобы дети, которые приходят в театр, могли просто побегать здесь, чтобы просторнее было для них.
Театр юного зрителя обновился в рамках нацпроекта «Культура». Строительные работы длились почти 3 года. Благодаря федеральной поддержке в регионе пульсирует культурная жизнь. Строятся новые дока, обновляются театры и музыкальные школы. За буквально последние несколько лет удалось таким образом при использовании средств федерального, бюджета осуществить ремонт в детской школе города Карабулак, в детской школе города Назрани. Ну и ранее, и по сегодняшний день точно так же ведется строительство домов культуры в муниципальных учреждениях. Это тоже в рамках госпрограмм. Теперь зрители и артисты с удовольствием могут проводить время в обновленном ТЮЗе. Изменившийся внутренний и внешний облик здания, прилегающая территория просто не может не радовать. Зелимхан Кулоев, Ахмед Парчиев, Новости 24.